Аньон, друзья! Это новый выпуск «Бизнес по-казахски». Че Эрмен, Эдуард Имнида. Нет, не случайно я заговорил сегодня с вами на корейском, потому что сегодня в выпуске мы разберем курсы этого популярного в Казахстане языка. Друзья, знакомьтесь, это Максим. Максиму 19 лет, и у него свои популярные курсы корейского языка. 안녕하세요. Аньонсео — это приветствие на корейском языке, насколько я знаю, да? Да. Максим, расскажи, как ты пришел вообще к своему делу? С чего ты начал? Вообще, я в 22 году в декабре прилетел обратно на родину в Алматы. И, зная корейский язык, я думал, ну почему бы не начать преподавать его. В итоге я решил сделать онлайн-школу корейского языка. Провел первый урок, понял, что это не мое. Не ты? Да, и нанял преподавателя, который работает со мной до сих пор. Как ты нашел первого преподавателя? Когда в Инстаграме я набирал подписчиков, я подписывался на всех подряд. После вижу у нее Инстаграм, он на корейском языке. Я ей написал, то, что вот такая же школа, сейчас набор преподавателей. И она согласилась. То есть девочка из Казахстана была? Да. Она до сих пор работает? До сих пор работает. Максим, мы находимся сейчас в Smart Point. Smart Point. Да, это такой большой коворкинг-центр. Сколько? 19 тысяч квадратов? 17 тысяч. Да. Почему вот эта локация? Вообще, я 2 месяца назад вступил в бизнес-клуб Шанрак. Вот от него предоставляется проход сюда, отдельно офис. После мы его покажем. Вот. Ну, то есть тут удобно, тут столовая рядом, кофе, тут можно спать. Тут, то есть, очень удобно, как дом. А почему онлайн-курсы? Это целесообразно просто. Не нанимать офис какой-то, снимать, точнее, отдельное оборудование, столы, стулья. То есть просто онлайн, Google Meet, бесплатная платформа, на которой можно просто преподавать онлайн. То есть сейчас, в 21 веке, в нашем году, на самом деле очень выгодно работать онлайн, тем более преподавать какие-то курсы. Какие есть плюсы? Сразу же такой вопрос, да? Онлайн образование. И какие есть минусы? Плюсы — это экономия на дороге, тоже и деньги, то есть онлайн занятия они дешевле. Потом, что еще, время, то есть тебе не нужно добираться до места школы. Вот, а минусы — это, наверное, отсутствие дисциплины, то есть потому что, ну, ты просто сидишь дома, тебе лень встать, включить камеру и проводить урок. Вот, дисциплина, не все, наверное, основное — это дисциплина. Ну, то есть плюсов больше? Плюсов больше. Это наш офис от бизнес-клуба Шанрак, я его резидент. Здесь в основном я работаю. То есть ты резидент клуба Шанрак? Да. Это какой-то бизнес-клуб? Да, это бизнес-клуб от Шанрак. То есть Шанрак — это еще групп. Там много что есть, даже Стар, формы всякие. Вот, и что-то еще не помню уже. А для чего ты вступил в этот клуб? Окружение. Окружение? Да, потому что я вступил в него 2 месяца назад. И у меня сильно вырос просто доход именно в денежном эквиваленте. И крутое окружение, бизнесмены, предприниматели. То есть у тебя есть какие-то наставники, да, коучи, которые тебе помогают расширять твой бизнес? Нет, просто если в чем-то я что-то не знаю, я могу просто спросить, он мне подскажет, как сделать, я это делаю, и в будущем это как-то приносит деньги. То есть у вас какое-то определенное сообщество, которое вместе растет, да, можно так сказать? Да. Супер. Друзья мои, мы не будем сегодня рассказывать про Шанрак. Если вы хотите, напишите в комментариях, мы расскажем про это бизнес-сообщество отдельно. Но сегодня давай поговорим лично про твой бизнес. Расскажи немного про свою школу. Чем именно ты занимаешься в своей школе? Какие у тебя обязанности? Я таргетолог, выстраиваю стратегии, записываю креативы, общаюсь с преподавателями, нанимаю, потом Инстаграм иногда веду.
Вот. Ну, это основные задачи, которые я делаю. То есть административная часть и креативная часть вся на тебе. Да. А сколько у тебя в команде человек? На данный момент это 3 преподавателя, Мгм. администратор и я. Так. Сегодня у меня была команда, это был отдел продаж, СММ, стратегический партнер мой и я. Так. Но сегодня мы распались, ну, по личным причинам. Именно сегодня? Именно сегодня, У пару нас часов назад. Дебют? Так, а почему? Что не так было? Ну, это просто личные причины наши. Вот. Личные причины не сошлись, да? Да. Ну вот посоветуй, может быть, сразу зрителям, как заводить партнеров, как их искать и нужны ли партнеры в бизнесе? Это тоже все индивидуально. То есть есть люди, которые только партнерятся и делают бизнес, есть кто чисто один. Но в моем случае я при масштабировании школы хотел менять, ну как менять, ну он пришел, и у нас не сложилось, и оказалось то, что он мне в данный момент не нужен, а я могу сам совсем справляться. Это твой личный опыт, да? И Это большой опыт, я много чего вывел из этого, Мгм. и в дальнейшем буду более, получше партнериться, чтобы не Ну а какие у тебя расходиться. планы на развитие? У тебя есть уже какие-то большие цели там? в деньгах? Масштабироваться, ну как, расширить школу? Да. Может, какие-то ништяки придумать? Это, конечно же, расширить школу, Мгм. потом сделать записанные курсы. У меня сейчас индивидуальные занятия только. Так. Потом поступление в Корею Мгм. после... Ну, пока что вот. Мгм. То есть ты в будущем хочешь помогать людям поступать С СНГ стран в учиться Корею. в Корею, да? Да. А что для этого нужно? Ну, там, договориться со школами, договориться с посольством, какие-то визы особые получать. Ты не Я интересовался еще не интересовался, я хочу найти человека, который это все знает. Ага. То есть ты сам не хочешь это делать? Хочешь найти сразу человека, который это будет делать, да? Да. Ну, тоже интересно. Максим, расскажи, пожалуйста, сколько нужно учить корейский, чтобы достичь, ну, хотя бы, как минимум, разговорного хорошего уровня? В среднем вообще наши ученики за 4, 5, 6 месяцев уже свободно начинают общаться на корейском языке. Мгм. То есть это статистика такая. А там как вообще делятся уровни? Там есть какой-то первый уровень, насколько я знаю, второй. То есть сколько их уровней? Да, в общем 6 уровней 6 уровней. делится на первый топик и на второй. В первом топике там 2 уровня, а во втором 4. То есть до 6 До получается. 6 уровней. То есть вот эти первые 2 уровня, они такие начальные? Да. И что ты с ними можешь сделать? Ну, как бы уже ехать в Корею, общаться с кем-то или нет? Это разговорный. Я в Корее год жил. Мгм. Я за полгода получил второй уровень и мог свободно общаться с корейцами. За полгода. коммуницировать. Да. А скажи, вот для чего вообще казахстанцы учат корейский язык? Ну, сейчас культура такая, кей-поп, BTS, Blackpink, то есть дорамы. Вот, чтобы понимать, как-то быть ближе к своим кумирам, айдолам и к этой культуре в Корее. То есть в основном это молодежь, я так понимаю? Да. А если взять взрослое поколение? Взрослое поколение, у нас не учится взрослое поколение именно с Казахстана. У нас сейчас целевая аудитория — это Южная Корея, казахстанцы, россияне, кыргызы, узбеки, которые уехали в Корею и не знают корейский язык. Ну. Вот. И мы их обучаем корейскому языку. То есть я понимаю, они там уже работают, Да. они там живут, и для того, чтобы им как-то более обосноваться, да, им нужно знать корейский язык. Да. Давайте сейчас зайдем на наш урок, вообще посмотрим, как проводятся наши занятия. Это преподаватель Ширин у нас. Мой первый преподаватель, который вообще у нас был. Я ее вообще очень случайно нашел. Просто написал ей в Инстаграме то, что будете преподавать у меня. Она такая: да, буду. И все. Вот. И она до сих пор работает. То есть это сейчас в реальном времени идет урок? Да, да. Сколько на уроке сейчас человек? Сейчас трое, вообще в группе 5. Зашли только трое. Так, а сколько вообще... Нет, сейчас, да, трое. Ага, это все алматинцы или разные? Это все с Алматы. С Алматы. А сколько вообще у тебя преподавателей на сегодняшний момент? В данный момент трое. Трое преподавателей? Ага. Хорошо. Сколько стоит один урок обучения? Или как один топик?
А вообще, это как курс занятий, 8 занятий в общем, стоит 73 тысячи тенге. 73 тысячи. Да, 73 тысячи за один курс занятий. Он сколько длится? месяц. Один 2 месяц. раза в неделю по 50 минут. Ага. Какие у тебя условия с преподавателем? У них есть определенная ставка, 2000 и 3000 за индивидуальные занятия. Это зависит от квалифицированности преподавателя. Ну вот смотри, допустим, вот сейчас, как зовут еще раз? Ширин. Ширин, вот она ведет, сколько, 5 человек? Да, 5 человек. 5 человек, это ее группа. Это ее группа. Каждый платит по 73 тысячи, да, грубо Это говоря? групповые занятия. Мы сейчас перебили чек, сделали по-другому. Раньше занятия в группе стоили 23 тысячи. Вот. Это старый чек у нас. Сейчас Ну вот, грубо говоря, сколько Ширин получит с этой группы денег? За месяц. За месяц? За месяц я не могу сказать, я могу сказать, в общем, какая у нее зарплата. Ну давай. В среднем 300 тысяч в месяц 300 выходит. тысяч в месяц? Да. Фикс? Ну, я думаю, друзья мои, для онлайн обучения это неплохо. Сколько Ширин тратит времени на обучение? В день в среднем по 6 часов, 6-7 часов. Каждый день или у нее есть выходные перерывы? В воскресенье не работает. В воскресенье только один урок есть у нее с утра и все. То есть 6 дней в неделю Ширин работает, каждый день по 6 часов и получает 300 тысяч. Так, Максим, еще раз по ценам. Сколько стоит индивидуальный курс корейского языка? На данный момент есть только индивидуальные занятия, которые стоят 73 тысячи тенге. До этого были и групповые, которые стоили 23 тысячи. Почему вы закрыли групповые занятия? Сложно набирать, потому что люди, которые живут в Корее, работают, у них очень разный график. Кто-то с утра, кто-то ночью работает. И сложно подстраивать всех под одно время. Сейчас только индивидуалки получается? Только индивидуально. Так, а вот сейчас Ширин же ведет, у нее же группа. Это старая группа. Это то есть да, вы добиваете, да? Да. Хорошо, понял. А получается 73 тысячи, какая процентная ставка твоя? Сколько ты имеешь с нее? Чистая прибыль с индивидуальных занятий у меня около 45%. 45%. 45%. Остальное там, какие вообще расходы? Куда идут? Это отдел продаж, маркетинг, то есть таргет, зарплата преподавателя и там постоянные расходы этого администратор и СРМ-ка. То есть это все в 55% Да. укладывается? Да. Скажи, пожалуйста, какие каналы продвижения ты используешь в основном сейчас? На данный момент это рилсы инстаграмные, потом и таргет, и все. Ну, то есть в основном Инстаграм? Инстаграм, таргет. ТикТок? ТикТок Не используешь? нет. Ничего. Ну, у меня есть, но туда не идет трафик вообще. Кто ведет твой Инстаграм? Ты сам или СММщик? В данный момент я вообще не веду. То есть у меня был СММщик, который ушел, уже 2 ушли. А сейчас никто не ведет. Ну хорошо, вот Инстаграм, я просто сам заходил, мне понравился твой Инстаграм, очень такой креативный, такой немножко с ноткой Кореи, я оставлю ссылочку, посмотрите, друзья. Вел СММщик, да, для этого? Да. Вот, сколько получал СММщик, сколько ты им платил? Занятия корейского языка. Ну, почему бы нет, друзья мои, по бартеру. Да. Мне кажется, сейчас бизнес все строят, да, максимально по бартеру. Да. Максимально бесплатно. То есть девочка отучилась и все, больше не ведет. Расскажи, пожалуйста, как ты вступил вообще в клуб Шинрак и какие у вас условия сотрудничества? Вообще, мой знакомый сначала отправил мне какую-то брошюру, где написано то, что каждую пятницу на SmartPoint проводятся бесплатные выступления Дамира Манджолова. И я пришел, и в конце он продавал бизнес-клуб. Я оставил заявку, немного переживал, потому что на тот момент я вообще ничего практически не зарабатывал. Решил просто отправить заявку. И через пару дней мне позвонили, сказали, вы пройдены. Вот. А по стоимости, то есть вначале это было проход 1 000 000 в сам клуб, чтобы вступить. Да, и ежемесячно 90 тысяч в месяц. Это за аренду места? Да. В SmartPoint. Это за проход и за офис. Друзья, чтобы вы понимали еще раз, мы находимся сейчас в большом коворкинг-центре под названием SmartPoint. Это не реклама, центр действительно хороший. И в этом SmartPoint есть еще отдельное место,
под клуб Шанрак, да? Мгм. Все верно? Да. И ты платишь сейчас 90 тысяч каждый месяц, чтобы быть членом этого клуба, Мгм. ну, бизнес-клуба, да? Да. И получается, тебе предоставляется бесплатный вход, и все блага SmartPoint ты можешь ими пользоваться, Да. верно? Что вообще есть в SmartPoint? Почему он такой хороший? Ну, типа, что здесь можно делать такое? Ну, во-первых, наверное, это окружение. Мгм. То, что ты можешь... Ну, все люди чем-то занимаются, предприниматели, фрилансеры, дизайнеры. То есть ты практически каждого тут знаешь. Мгм. И если тебе что-то надо будет, ты, то есть, подойдешь, спросишь. Мгм. Может Как быть, коллаборация, да? Да. Вот. Потом это удобно тут. Ну, конечно, далеко от моего дома, но Мгм. комфортно. После кухня есть. Мгм. И тут можно даже поспать. Да, вот расскажи, интересно, то есть ты иногда бывает, что ты остаешься допоздна и ночуешь здесь или нет? Нет, я тут ни разу не ночевал, но я хотел. А. Но меня дома ждали. То есть здесь есть отдельные капсулы, да, специальные, где человек отдельно. может остаться и переночевать. Сколько стоит? Ты не знаешь? Насколько я слышал, 1000 в час. Час. Мгм. То есть какая-то отдельная специальная капсула, где человек может Поспать. переночевать, Мгм. 1000 тенге в час, и, пожалуйста, оставайся. Какие-то там дополнительные ништяки какие-то входят, нет, в эти деньги? Или все? Место рабочее и вот вся Да. атмосфера, да? Да. Где вы кушаете? В столовой? В столовой? Это столовая здесь вкусная Мгм. и недорого. То есть средний чек 2-3 тысячи тенге 5000. на раз. Какую платформу вы используете для обучения? Это вообще бесплатная платформа. Мгм. Называется Google Meet. То есть просто Meet. по аккаунту Google можно Мгм. созваниваться больше часа. То есть никаких не нужно вложений, да, в это дело? Вообще, какие у тебя вложения были-то в бизнес? Время. Только время? Да. То есть оборудование, ничего такого ты Только не ноутбук покупал? моей жены. Очень удобно. Очень удобно. Расскажи, пожалуйста, друзья, сразу хочу показать. Смотрите, классно здесь играют в бильярд. Любой, да, резидент смартфона? Да. Вот. И посмотрите еще кухня. Мы про это не сказали, что можно еще и... Там еще PS5 есть. О, еще PS есть, прикиньте, друзья. Мы сейчас это покажем. Можно готовить себе еду, разогревать, с собой приносить. Блин, мне кажется, все. Холодильник, кулеры, микроволновка. А, еще здесь есть, ты не сказал, тренажерка. Вот я увидел. Тренажерный зал, да. Тренажерный зал. То есть как бы в смартпоинте, мне кажется, можно жить, да, и не выходить отсюда. Вообще круто. Да. Это 19-20 тысяч квадратов почти что. Рабочие зоны и зоны для релакса и чиллаута. Максим, скажи, бывает ли сезонность в твоем деле? Пока что я не замечал и думаю, нет. Люди приходят зимой и летом. То есть зимой и летом ты вообще, да, никакой тенденции не наблюдаешь? Да. Главное, как таргет настроишь, так и пойдет, да? Ага. Скажи, пожалуйста, какие сложности вообще бывают в твоем деле? Моя главная сложность это найм. Найм преподавателей, чтобы за ними следить, чтобы они, бывает, уроки пропускают, не предупреждают, либо, то есть такие моменты, которые отнимают много времени, энергии, то, что вроде ученик сейчас пишет мне, то, что почему у меня сейчас урок должен быть, а препода нет, а препод не сообщил, например, то, что он уходит. Вот в этом плане одна из больших проблем моих в данный момент. Еще какие-то моменты есть? Часовые пояса, это то, что разница в 3 часа. Иногда бывает то, что нет в это время ни одного препода, который может заниматься. Вот. И иногда было такое пару моментов, когда перепутал время, сделал не минус, например, 3 часа, а плюс 3 часа. То есть вот из-за таких моментов тоже немного сложно. Вот ты говоришь, у тебя основные твои клиенты С Южной Кореи. с Южной Кореи сами. А какой контингент? Там взрослые, да, в основном люди? Да, это взрослые люди, Ага. 30 лет, которые не знают корейский язык, Ага. русскоязычные, работают на заводах, стройках, всяких подсобных работах, чернорабочими, Понятно. вот на таких, на почтах их работают. А как ты их находишь? То есть они через Инстаграм находят? Нет, я просто запускаю таргет на Южную Корею, настраиваю язык русский, и все, Ага. всем русскоязычным показывается. Вот так. То есть для них это достаточно доступная цена, и как бы они Для них, да, это 2 рабочих дня. с Да. их зарплатой, да. Ага. Как ты принимаешь вообще на работу своих преподавателей? По каким критериям? И где они учат корейский? Как они к этому приходят вообще?
В основном это студенты, которые учились в Корее. Вот. То есть они с Кореи учились, потом приехали и знают уровень там на максимальном уровне. То есть созваниваюсь с ними для начала, прошу какие-то там базовые вопросы, потом зову на собеседование. После собеседования уже решаю дальше, стоит ли его нанимать или нет. То есть минимальная зарплата какая вообще сейчас у преподавателя? От 200 тысяч. От 200? От 200 до 300. То есть это можно найти хороший преподаватель с хорошим уровнем? Да, да. А максимум до скольки доходит зарплата? Максимум 350, можно и 400. Ну, сейчас масштабируемся и понимаем то, что у преподов будет такая зарплата. От 400. Ну, а как вообще работает соотношение, то есть цены? Вот уровень нагрузки или квалификация? Квалификация и уровень загрузки. То есть есть преподаватель, который получает 2000 тенге за час индивидуальных и за 3. То есть преподаватель, который заработает за 2, нужно отработать в 1,5 раза больше, чем который за 3. А скажи, пожалуйста, как ты пришел к своей цене? Вот ты говоришь, у тебя цена за индивидуальный курс 73 тысячи? Да. Это рыночная цена, как ты вообще ее сформировал, цену? Это выше рыночной цены, это цена наших конкурентов, которые на рынке уже больше 3 лет. Вот сразу интересный вопрос, как ты борешься с конкуренцией? Как быть конкурентоспособным? Наверное, это продукт сам и умение продавать. Вот просто ты говоришь, что делаешь сначала хороший продукт, который будет реально приносить пользу людям, и умение продавать и показывать ценность, то, что это реально ценный продукт, который стоит своих денег. Вот. То есть, в принципе, ты хочешь сказать, что все школы похожи, там все преподаватели похожи, методика одинаковая, только нужно правильно уметь продать. Да. Да? Тоже неплохо. Но по идее это так. Ну, у вас нет, да, никаких там фишек отличительных от других школ? Ну, пока что нет, но нужно будет внедрять. Ну, то есть, а вот на рынке какая конкуренция? Много ли школ, допустим, в Казахстане, в Алмате, я не знаю? Достаточно офлайн школ. В Казахстане даже есть бесплатные школы корейского языка от посольства Кореи, которые предоставляют изучение корейского языка бесплатно. Ну, а почему выбирают, допустим, многие клиенты именно твою школу? Именно маркетинг или что? Да, это маркетинг, просто они увидят, потому что у меня такие креативы, которые прям с первой секунды на их боль давят. Потому что у меня креативы такие, типа, надоел завод, стройка. Прям, и в первую секунду же их цепляет. И они остаются и оставляют заявку. Кстати, у Макса очень крутые креативы в Инстаграме, я лично смотрел. Там прям расскажется история какого-то там Саши, который пошел туда, и у него проблемы, да, с этим. Как ты пришел к таким креативам? Это вообще прикольная штука. Вообще, это я тоже пришел на выступление Игоря Шина, это тоже кореец. И он просто на выступлении сказал, делайте сторителлинги, типа у вас будет залетать. Потому что у него есть своя туркомпания, Phoenix Tour. Вот, и у него там половина это сторителлинги, которые работают. И я тоже решил так сделать, и они тоже работают. То есть у тебя сторителлинги, они, если не ошибаюсь, анимационные, да, какие-то или нет? Нет, это просто видео взято с интернета. И ты накладываешь текст, да, какой-то. Текст и звук. Друзья, посмотрите, это на самом деле прикольно и очень хорошо продает. Максим, сложно ли вообще выучить корейский язык, по твоему мнению? Это все относительно вообще, потому что, например, я выучил его до 2-го уровня из 6 за полгода. До 2-го уровня разговорный. Есть люди, которые всю жизнь его учат и не могут выучить. То есть это как наши клиенты иногда приходят, они 10 лет живут в Корее и не могут его выучить. То есть это все от человека зависит. Ну, допустим, если сравнить с английским языком, нельзя какую-то, да, параллель провести? Скорее всего, для СНГ стран жителей, то есть именно английский язык будет легче, чем корейский. А для корейцев английский будет сложнее, чем китайский, например, или японский. То есть это все тоже зависит от того языка, который ты до этого знал. Да. Так, а вот такой вопрос. Вот я так понимаю, ты кореец? Да. Наполовину? Да, у меня отец чисто кореец, этнически.
а мама узбечка и казашка. Там много еще кровей, но То есть паспорт у тебя казахстанский. казахстанский паспорт. Поэтому и канал у нас называется «Бизнес по-казахски», потому что мы разбираем бизнес наших казахстанцев. Еще раз Да. напоминаю, друзья мои. Вот, ты говорил, что ты жил в Корее. Да, я 14 лет, я Так. уехал в Корею вместе с родителями. Мгм, И я отучился там до 9 класса, мгм, хотя там нужно учиться до 12. мгм, И в 9 классе я школу бросил мгм. и пошел работать на завод, стройки, всякие такие чернорабочие Мгм. работы. Мгм. Вот, Ну, я так И- понимаю, что в основном наши люди едут туда работать. на заработки. Мгм. Зарплаты там просто, я знаю, тоже недавно там побывал, высокие достаточно, да, и люди работают в Мгм. основном на заводах, какие-то тяжелые, Да, да. трудные вещи делают. И как, сколько ты там прожил, сколько проработал? Вообще Два- расскажи немножко про Корею, вот так, вкратце. Вообще там 2 года проучился, Мгм, понял то, что это не мое, потому что я отставал еще на 2 года мгм, от своих одноклассников. Понимал то, что еще не скоро я выйду с университета, пока со школы. мгм, И вот решил бросить. Работал я около 2,5 лет. мгм, В общем, в Корее я 5 лет был. И вот в декабре 22 года Мгм. я приехал в Алмату. мгм. Вот, а Корея, вообще, когда приехал в Алмату, большой контраст был Мгм. цивилизации именно. Вот, да, расскажи про это. То есть Казахстан и Корея, в чем отличаются? Что за контрасты почувствовал? Сервис Мгм. и еда. Не знаю, я скучаю по той еде, которая там была. Хочу какие-то тут в рестораны сходить корейские, но тут нет. Ну, что-то похожее пытаются сделать, но не так, как в Корее. Мгм. Вот иногда вспоминаю про еду в Корее. Потом транспорт, то, что, например, в Корее можно было спокойно там на автобусе, на метро ездить. Всегда вовремя. Да, типа всегда вовремя, всегда приезжают и удобно. Мгм. А тут это невозможно вообще. И еще самое главное, скажи про безопасность. Безопасность, да. Да. Очень высокая безопасность. То есть люди могут зайти в магазин, оставить велосипед на улице, зайти спокойно, выйти, и он будет там дальше стоять. То есть везде камеры да, оставлены. да. Я тоже как бы видел ночную жизнь, как взрослые люди, бизнесмены в рубашечках, напивались и спали Да. буквально на улице, и никто их Мгм. не трогал, никогда бы их не ограбил. То есть это Да. такая безопасность на высшем уровне. А скажи, Мгм. пожалуйста, вот менталитет. Сложно ли жить нам в Корее, казахстанцам? Да и вообще, в принципе, русскоязычным, казахоязычным людям? Да, потому что я, ну, то есть жил там и общался с людьми, которые работают там. Мгм, И понимаю, насколько им там сложно. мгм, Потому что они не понимают их языка, разный менталитет. То есть, что Мгм. где-то у нас так делается, а у них по-другому. мгм, Вот. Ну, отчасти похожи, но в основном отличаются вообще. мгм. То есть корейцы сами, они сложно, да, им принять нас? Да, даже есть частичка национализма даже. Есть? Да, Национализма, да? Да, да, да. И, ну, если ты, допустим, проживешь там уже более 5 лет там, или 10, ну, грубо говоря, получишь какие-то визы, там, выучишь корейский язык, все равно будет какая-то там... Если у тебя лицо отличается от корейца, то все равно и будет. Потому что даже у меня, как этнического корейца, Мгм. то есть было такое, то Было. что вроде бы я знаю корейский, я Мгм. выгляжу как кореец, все да, но типа факт то, что у меня там ID-карта есть, такое удостоверение, М. то, что там написано, то, что я иностранец, вот это, Мгм. наверное, они больше обращают на это внимание, чем на другое. Максим, самый интересный вопрос для меня лично. Какая у тебя выручка месячная? Выручка в месяц Мгм. 2 миллиона тенге. 2 миллиона тенге. И ты работаешь всего лишь 4 месяца. Да, это мой первый бизнес вообще. В бизнесе ни разу не То есть был, не было, да? ничего не знал, Мгм. зашел. А как думаешь, почему такой успех произошел? Окружение. Из-за окружения, да? всё-таки? Да, да. Чистая прибыль. Чистая прибыль 900 миллион тенге. То есть 50%. 50%, практически. да. Друзья мои, для 19-летнего парня, который открыл свой бизнес, свои курсы 4 месяца назад, я считаю, что это
очень большой успех. Ты тоже так считаешь? Да. Максим, и в конце, по традиции, мы просим дать совет нашим зрителям, таким же, может быть, молодым предпринимателям, которые сейчас нас смотрят. Какой вот такой самый главный совет ты можешь дать им? Самый главный совет – это найти крутое окружение предпринимателей, которые будут помогать тебе расти, будут давать советы и расти вместе с этим обществом. Да, друзья мои, на самом деле окружение – это очень важно. И по традиции в конце мы что-то разыгрываем. Максим согласился предоставить 20% скидку всем желающим, кто хочет выучить корейский язык после просмотра данного видео в течение месяца. Да. И второй конкурс. Второй конкурс. Мы подарим месячный абонемент на изучение корейского языка, а подробности в нашем Instagram. Все, Макс, спасибо. Друзья, спасибо большое, что смотрели наш сегодняшний выпуск. Спасибо, что вообще, в принципе, смотрите наш канал. Вас становится все больше и больше. Пожалуйста, не поленитесь поставить ваш лайк и подписаться на наш канал. А тем временем мы желаем вам найти свое любимое дело, которое будет приносить вам хороший доход. Как говорят в Корее, гамсахамнида.